Добрый вечер. Вы смотрите Якутия Лайв. С вами Ирина Ефимова. Санкции. Каждый день их список пополняется. Их вводят иностранные государства и зарубежные частные компании против нашей страны. Насколько серьезными будут последствия и какие меры поддержки разработаны правительством нашей республики, мы поговорим с министром экономики Якутии Майей Даниловой. Добрый вечер, Майя Андреевна. Здравствуйте. Давайте начнем с вопроса, который сейчас волнует всех. Что будет с экономикой Якутии в ближайшем будущем? В этом вопросе очень важно объективно оценивать ситуацию, чтобы понимать, что произойдет в будущем. С одной стороны, не поддаваться панике и не начинать инвестировать в то, что невыгодно и не выстрелит в будущем. Да. А с другой стороны, очень четко понимать, какие окна возможностей открываются. Но это тоже такая долгосрочная оценка. А в ближайшее время сейчас в экономике все предприятия будут проводить переоценку с точки зрения импортной составляющей, то, что очень повлияло в результате санкций введенных, и будут проводить переоценку финансовых потоков, понимая, что у нас есть запреты на те или иные валютные расчеты. И вот этот процесс, конечно, займет какое-то время, и после этого уже можно будет делать какие-то долгосрочные прогнозы. Но есть мнение, что Дальнему Востоку будет в этом отношении немножко попроще, потому что у нас большинство инвестиций китайские. Сложно сказать, что большинство инвестиций китайские, но у нас направленность наших грузопотоков, наши основные партнеры находятся все-таки в Азии, и в этом отношении Дальнему Востоку действительно повезло. А как вообще внешняя политика и санкции отразятся на жизни обычных людей? Это то, что мы видим сегодня, уже ощущаем это через рост потребительских цен, безусловно. И правительство республики, и правительство Российской Федерации принимают значительные меры для того, чтобы сдержать этот рост. Банк России увеличил ключевую ставку, это тоже оправданное решение в данном случае. И мы со своей стороны, правительство республики, также будем принимать решения, связанные с поддержкой наших оптовиков, предприятий оптовой торговли, это как и государственных, и частников. Будем поддерживать малый и средний бизнес, потому что они у нас также на передовой торговле находятся. Какие-то длительные прогнозы сейчас вообще можно делать? Или... Я уже примерно ответила на первый вопрос. Сейчас длительные прогнозы делать сложно, потому что нужно все-таки переоценить. Ситуация меняется каждый день, и вот это, конечно же, обесценивать те прогнозы, которые были сделаны вчера практически. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39, или отправить текстовое сообщение в WhatsApp на номер 8 914 235 0502. Немного теории для наших телезрителей. Принято считать, что экономика Якутии сырьевая. Так ли это на самом деле? Какие плюсы и минусы? Безусловно, да. Мы занимаем первое место в Российской Федерации по запасам минеральной сырьевой базы. И, конечно же, это обуславливает нашу сырьевую направленность. 50% валового регионального продукта – это то, что у нас производится в республике. Добавленная стоимость, так называемая, это добыча полезных ископаемых. Все остальное, допустим, строительство, транспорт, торговля, они занимают каждый по 6%, это производные от, скажем так, добычи, производные от перераспределения той добавленной стоимости, которая вырабатывается в добыче полезных ископаемых. Это все надстройка сверху, по 6% эти отрасли, которые я обозначила, еще и государственное управление, скажем, 5%, здравоохранение, социальное обслуживание тоже примерно такую же долю занимает. А креативная экономика, о которой мы так все время говорим и развиваем, она... Креативная экономика, она тоже разная, допустим,
Она очень сейчас, вот если рассмотреть очень широко, она распространена и в государственном, представлена в государственном секторе. Тот же НВК САХА, да, средства массовой информации, учреждения культуры, они относятся к креативу. Да. Тогда, конечно, тогда доля такая у нас более значительная, более 10% на креативной отрасли. А если брать чисто вот узко, там, допустим, IT, программирование, то это, конечно, менее процента будет. Менее процента. Потому что, ну вот сейчас говорят, что там исход айтишников. Сегодня Виктор Федоров написал, что вот с уходом Майтона и индрайвера у нас упадут доходы. Вот насколько это соответствует действительности? Да, они, конечно, эти компании вносили вклад в налоговые доходы бюджета через НДФЛ. Но больше рабочие места, конечно. Да, да, рабочие места, да. Ну и, соответственно, там небольшой налог на прибыль. Это, конечно, несопоставимо с нашими сырьевиками. Но, тем не менее, вот санкции, они, конечно, повлияли на то, что мобильная такая рабочая сила, более конкурентоспособная, она имеет характер быстро утекать, но она также может и быстро вернуться. Поэтому здесь тоже нужно не впадать в панику в этом отношении. Ну вот после событий 2014 года у нашей страны, Якутии в частности, уже была возможность проверить, как действуют санкции на экономику. Вот экономика Якутии показала ли свою устойчивость? Ну, любые санкции, они не способствуют экономическому росту. Это в мировой практике так происходит. Но то, что вот сейчас происходит, это совершенно другие санкции. Они более обширные, и сравнивать и применять те же методы, которые были применены тогда, они не все методы будут работать. Сейчас нужно практически перестроить экономику, вот, войти в новую реальность, да, понять, какие перспективы открываются, и строить новые отрасли экономики. Ну, вот мы 2 года пандемии говорим о новой реальности, да, и наступила уже абсолютно сверхновая, да. Ну вот вы сказали, что, значит, промышленность все-таки основа нашей экономики, да, и вот что сейчас предприятия будут проводить переоценку. Да, переоценку. Но вот вообще, как вы считаете, какие перспективы у крупных добывающих предприятий наших? Вот не будет ли снижения темпов производства? Предприятия, конечно, настроены не снижать темпы производства. У них тоже появляются свои окна возможностей, да, они связаны и с ростом в целом сырьевых цен на мировых рынках, также связаны и с ростом валюты, да, валютной выручки. Но, с другой стороны, конечно, уже у них себестоимости тоже есть валютная составляющая, связанная с импортным оборудованием, и также будет влиять на них и, скажем так, рост ключевой ставки, да, расходы на обслуживание кредитов. Ну, вот такие, конечно, вещи будут происходить, и перерасчеты они будут делаться. Но в целом смотрим на этот процесс достаточно позитивно. Ну, инфляция растет из-за курса рубля, санкций, роста цен на мировых рынках в совокупности. Вот начнут ли местные производители тоже сильно поднимать цены, или это получится избежать? Местные производители. Местные производители, ну, они тоже разные, да, они, значит, есть и в республике, есть за пределами республики, но в Российской Федерации, да, вот имеется в виду. И понятно, что мы находимся в одном экономическом пространстве, и то, что происходит в республике, просто невозможно неотделимо от того, что в целом происходит в стране. И, конечно же, наши местные товаропроизводители, они зависимы от поставщиков, да, в других регионах, и, соответственно, это скажется на нас и через ключевую ставку, да, через обслуживание кредитов наших же местных товаропроизводителей. Они тоже будут вынуждены привлекать кредиты, соответственно, у них себестоимость вырастет, ну и импортная составляющая тоже на это повлияет. Вот. Ну, а если смотреть в целом потребительские цены, которые сейчас ожидаемо могут возрасти, но они уже возросли. Да, возросли по определенным позициям, но здесь вот с учетом того, что у нас все-таки
ну, мы относимся к регионам с ограниченными сроками завоза грузов, да, мы к этому привыкли, мы заранее закупаемся, да, и за счет этого вот рост цен он будет более плавным. Потому что в Арктике тоже уже все закуплено, завезено по прежним ценам. Да? Сейчас вот важно не увеличивать цену для предприятий торговли по тому завозу, который был сделан в предыдущее время. Да? Потому что есть же соблазн сейчас у предпринимателей, ну, в торговле, Абсолютно да, верно, просто да. поднять цены, хотя продукты там те же, они были завезены еще. Да. Да, и вот сейчас вот правительство республики на своих оперативных штабах выработали предложение для того, чтобы дать сигнал рынку, дать сигнал нашим субъектам малого и среднего предпринимательства, оптовой торговли о том, что они будут поддержаны, потому что мы предлагаем несколько мер. Да, во-первых, это, значит, для субъектов малого и среднего предпринимательства предлагается снизить до максимально возможных ставки по упрощенной системе налогообложения до 1% УСН доходы и УСН доходы минус расходы до 5%. Это вот самый минимум, который вот разрешает Налоговый кодекс Российской Федерации для всех отраслей. Да. Конечно же, здесь мы посмотрим в части, допустим, тех субъектов малого предпринимательства, которые торгуют алкогольной продукцией, да, здесь, вот, наверное, не будет возможно применить вот это снижение, или, допустим, для финансовых там организаций, ну, организаций, которые предоставляют финансовые услуги. Вот. Для предприятий оптовой торговли тоже предложили субсидировать процентную ставку. Вот сейчас Банк России ввел новый продукт, и Сбербанк, например, уже начинает выдавать кредиты по 13,5%. Это так называемые оборотные кредиты. Да? 13,5% и 20% ключевая ставка, есть большое снижение. Да? И плюс к этому правительство республики предлагает субсидировать разницу, чтобы реальная эффективная ставка была 8%. Вот это. И для этого снижения тоже предлагается выделить дополнительные средства из нашего государственного бюджета. То есть еще 5% за счет бюджета республики? Да, да. Также мы сейчас понимаем, что предприятиям торговли необходимы также дешевые оборотные средства, и планируем докапитализировать фонд развития предпринимательства еще на 519 миллионов рублей для того, чтобы он выдавал льготные займы под 8% годовых. Это тоже очень такая существенная поддержка именно сейчас, в моменте, когда нужны дешевые кредитные ресурсы прямо здесь и сейчас. Да? И это говорится об оптовой торговле, но не только продуктами, да, и да, в целом, стройматериалы, одежда, да. Продукты питания в целом, да, вот торговля. Да. Но вот Китай санкции против России не ввел, слава богу, и совсем скоро ждем, что откроются границы. Вот какие проекты можно было бы реализовать с китайскими партнерами в ближайшем будущем? Китай действительно, да, не вводил санкции, и насчет границы там прозрачные в части того, что ограничительные меры по ковиду, да, очень жесткие в Китайской Народной Республике. Теперь они от нас боятся, да? Да, да. И в связи с этим у нас тоже несколько проектов зависло, скажем так, и в промышленности строительных материалов. Вот по металлургическому заводу тоже инвесторы тоже собирались, да, проекты свои активизировать. И вот мы тоже сейчас вот рассчитываем на то, что проекты в части лесопромышленного комплекса, производства сжиженного природного газа также активизируются в этом плане. Но это даже за рамками тех проектов, которые у нас идут сейчас, и без ковида, да, это «Сила Сибири», ВСТО, и проект, который инициирован, это магистральный газопровод до Аяна, тоже с производством сжиженного природного газа. Ну, такой спектр, и мы очень надеемся на туризм также, и внутренний туризм, и туризм из азиатских стран.
Мгм. И для фирм, занимающихся туризмом, тоже вот это же по налогам будет Да, ну, конечно, понижение. безусловно. Да, тоже? Оно у нас уже было. Да. Мгм. А в части туризма планируем расширять инвестиционные кредиты для небольшого нашего внутреннего туризма, да, для таких вот проектов. Ну и были подготовлены проекты по созданию гостиниц в городе Якутске. Тоже. С предприятиями торговли, вот давайте к ним вернемся. Сейчас они получат вот эти меры поддержки, а что им помешает все равно цены задрать? Ну, вот как спекулянты говорили раньше, да, вот купцы же во все времена так поступали, поднимали цены, держали продукцию. Ну, мы все-таки рассчитываем на то, что предприниматели, они все-таки сейчас уже, да, это не 90-е годы, сейчас предприниматель социально ответственный, он понимает ответственность и видит, у него занятые люди, да, которые также кормят свои семьи, и вот сиюминутная выгода, она оборачивается тем, что им просто придется уйти с этого рынка, и на их место придут другие. Я думаю, что они это понимают. Ну, то есть все-таки люди не сегодняшним днем уже живут и думают о репутации. Конечно, да. деловая репутация, правильно? Вот вы буквально сегодня, буквально вот только что закончилось совещание у Юрия Петровича Трутнева, да, где регионы оценивали риски, давали свои предложения по их снижению, нивелированию. Вот что предложила Якутия, что из предложенного, там, может, Поспред уже поддержал? Да, республика предложила, внесла меры, да, в разных сферах. Во-первых, то, что касается инвестиционных наших проектов, это Эльгинский угольный комплекс и в целом проекты, связанные с добычей угля. В прошлом году был изменен налоговый кодекс Российской Федерации, да, и изменилась формула расчета налога на добычу полезных ископаемых. Мы предложили вернуться к ранее действовавшей формуле, и это позволит предприятиям снизить затраты в себестоимости. Да? Это вот одно. И, конечно же, волнующая всех тема – это северный завоз. Да, потому что сейчас вот самый короткий период, да, в марте, предприятия вынуждены привлекать коммерческие кредиты по высоким процентным ставкам банковским. И мы предложили расширить вот программу, да, которая для малого среднего предпринимательства, которая еще там градация есть для среднего бизнеса, да, под 13,5%, о которой я говорила, расширить также для предприятий, задействованных в завозе, досрочном завозе грузов. Да. Предложили также субсидировать процентную ставку по выданным кредитам. Вот. Эти предложения нашли свое, значит, подтверждение и согласие у Юрия Петровича Трутнева. Вот. Ну и были ряд предложений, они связаны более с такими техническими вещами, которые не денежные, да, как мы называем. Это, например, отказаться от техосмотра в арктических районах. Например, большие грузы, которые сейчас вынуждены также осуществлять завоз в арктические районы, они 2 раза в год обязаны проходить полный, да, техосмотр. И вот это требование мы предложили отложить еще на 1 год. Ну, соответственно, это поможет облегчить, скажем так, снизить административные барьеры, да, для наших предприятий. Ну, техосмотр, кстати, это больная тема, ведь не только для больших грузов, это и для частных перевозчиков, для это автобусников. Именно для частных перевозчиков, да. Для автобусов, для межгорода. Еще там вот один вопрос, кстати, рассматривался, он тоже был нами предложен, и он тоже повлияет на, скажем так, снижение, сдерживание роста цен на топливо, да, на нефтепродукты. Это совершенно недавно было принято решение о том, чтобы субсидировать грузовые перевозки РЖД на 4000 рублей на тонну груза, да, который идет
в сторону Дальнего Востока и находится в субъектах Дальнего Востока. Но у нас самые основные ЖД-станции — это Лена. Да? Лена Восточная находится в Иркутской области, которая формально, конечно же, к Дальнему Востоку не относится. А через эти станции перевозится, ну, скажем, там 900, по-моему, около миллиона тонн грузов жизнеобеспечивающих. И вот если это решение распространить именно на эти станции, соответственно, это может также сдержать рост цен. Ну, это решение на уровне... Да, оно уже... поддержано Юрием Петровичем Трутневым. Да. То есть он его дальше там на уровень Да, страны уже да. будет поднимать. А новая экономическая политика Якутии, она вот какой она будет и какой вклад мы, жители региона, должны внести? Вопрос непростой. Новая экономическая политика, да, новая экономическая политика будет больше, конечно, связана с тем, чтобы ускоренно развивать инновационную деятельность, значит, это переориентировать дорогое топливо на более дешевое, да, это переориентация на газомоторное топливо. Мы этим занимались, но сейчас это будет делаться в более ускоренном режиме. Да? Вот. Понятно, что надо пользоваться окнами возможностей, и все-таки IT-сферу у нас развивать более тоже ускоренно, быстро, понимая, что то программное обеспечение, которое сейчас иностранное, нужно будет адаптировать к российскому и вообще вырабатывать новые программные продукты. И мы думаем, что у нас здесь, конечно, есть ниша. Да, можно ее заполнить. И туризм, внутренний туризм, креативные индустрии, значит, может быть, даже полезные ископаемые, которые считались нерентабельными. И также мы тоже посмотрим вместе с Министерством промышленности, что можно там еще нового развивать, предложить инвесторам. И при этом мы понимаем, да, что инвестор тоже будет наш внутренний российский инвестор в большей степени. И ну, китайский, понятно, да, значит, российский инвестор. И, соответственно, наша работа с иностранными инвесторами — это, значит, переориентация на Объединенные Арабские Эмираты, Турция. Есть даже вообще возможности рассматривать Северную Корею, да, ну вот Индия. Ого! Да. У государственно-частного партнерства появляется больше возможностей для взаимодействия. Есть ли какие-то уже проекты или идеи? Да, правительство Российской Федерации недавно тоже принимало решения дополнительные в части государственно-частного партнерства. Это распространение возможности применения данного механизма на незавершенное строительство. Да? Ну, здесь мы пока не видим таких особенных возможностей для республики, потому что все-таки настройки идут, и сами мы это разворачиваем. А здесь, значит, в большей степени мы будем двигаться, как планировали раньше, привлекать частные инвестиции в те проекты, которые поддерживаются в том числе из федерального бюджета. Да, то есть не самим нести нагрузку, а софинансирование из федерального бюджета также получать и добиваться на федеральном уровне рассмотрения и внедрения таких вот новых продуктов, программ в государственные программы Российской Федерации. Да, вот, допустим, как с школами ВБРФ, это мы работаем с Институтом развития нашим ВБРФ, они благодаря вот нашей совместной работе уже 10 школ в республике, в городе Якутске будет построено также с привлечением частных партнеров. Ну вот говоря об окнах возможностей, вы сказали о креативной экономике, значит, о промышленности в какой-то мере, IT-отрасль, понятно, туризм, а вот что насчет сельского хозяйства? Будет ли ему уделяться какое-то особое внимание для развития экономики? Ну, потому что для нашего региона все-таки это такое направление важное. Да. Особенно в условиях санкций, да, усиливается направление продовольственной безопасности и
хоть и планово увеличивали объем государственной программы развития агропромышленного комплекса в этом году, да, В этом году они получили дополнительное новые финансирование. механизмы будут внедряться, да, в агропромышленном комплексе, на них там более 200 миллионов рублей предусмотрено. Но кроме этого, ну, в рамках антисанкционного плана, да, мы предлагаем также субсидировать процентные ставки для предприятий пищевой промышленности. Вот и такая мера предложена. Ну и для того, чтобы своевременно провести уборочную кампанию, вести не полевую кампанию, да, также предусмотрены посевную, да, предусмотрены мероприятия и для приобретения семенного картофеля, инкубационного яйца, да, ну такие вот меры также предусматриваются в нашем антикризисном плане. Так, ну вот ключевая ставка ЦБ повышена, получается, как-то предпринимателям это будет компенсироваться. А вот сейчас, ну вот у россиян, у обычных появилась возможность положить деньги, значит, в банк под там 21%, Сбер сейчас предлагает, там, другие банки под 20%, более годовых. Вот зачем это государству, чем это выгодно? Ну, начнем с того, что повышение ключевой ставки Банк России это было абсолютно оправданной мерой в тех условиях, в которых находилась страна в тот момент. Да? И это позволяет как бы погасить денежную массу, которая в стране находится, да, и позволяет благодаря этому снизить инфляцию. Да? Например, ну, вот аналогия все равно 2014 года есть, да, когда у нас ключевая ставка увеличилась до 17%, инфляция разогналась тоже до 17%, а через год ключевая ставка снизилась до 11%, да, и инфляция, по-моему, там даже до уровня 7% тоже, ну, вот, темпы у нее сократились значительно. Да? Вот эта мера позволила это сделать. И сейчас мы тоже ожидаем, что вот этот рост ключевой ставки повлечет за собой инфляцию. Повлечет за собой не инфляцию, наоборот, снижение инфляции, потому что увеличиваются вклады проценты по вкладам. Соответственно, банки уже сейчас увеличили, да? У населения появляется возможность сберегать, и, соответственно, вот эта денежная избыточная наличная масса, она изымается из оборота. Да? Вот. Ну, а для, допустим, предприятий это сигнал сдерживать потребление. Да? Соответственно, это не выпускать денежную массу на рынок, и, соответственно, также опять сокращается, ну, то есть не привлекать кредиты избыточные, которые сейчас, вот, например, не нужны, не необходимы, соответственно, тоже не тратить средства на рынке, и также уменьшается денежная масса. Ну, вот, механизм такой в экономике работает. Но кредиты тоже сейчас дорожают, ипотека тоже дорожает. Вот зрители интересуются, что будет, вот, не поднимутся ли проценты по его текущей ипотеке? По текущей ипотеке, если у вас там в ипотечном кредите, да, договоре прописана определенная ставка, она, конечно, не должна повышаться. А такую гарантию дал президент Российской Федерации, Банк России. Ну вот у меня ипотечный кредит, и я, например, не вижу. Спокойно, да, не спокойно. видите причин для волнения. Абсолютно. То есть те, кто успели получить дальневосточную ипотеку, они выиграют в этой ситуации, да. То есть можно, допустим, средства, которые вы планировали гасить ипотеку, наоборот, направлять во вклады, потому что по вкладам ставка 20%, а по ипотеке, ну, если дальневосточная, то 2%. То есть не нужно стремиться гасить, например. То есть сейчас, если лишние деньги, не нужно их в ипотеку вкидывать, а нужно, лучше, наоборот, да, в банк положить по 20%. Отличный совет. Несколько вопросов еще от телезрителей. Будет ли повышение налогов?
Ну, по тем налогам, по которым у нас есть полномочия, да, по региональным Вы, налогам, наоборот, их снижаем, да? мы не планируем увеличение совершенно, мы, наоборот, предлагаем снизить. Вот, допустим, для оптовиков тех же, да, чтобы у них не было соблазна повышать цены, значит, мы предлагаем тот налог на имущество организации с кадастровой стоимостью, который был введен с 2022 года, перенести на 2023 год, и там дальше тоже еще посмотрим, да? Вот, ну, оптовики рады. Вот еще вопрос. Значит, люди возмущены тем, что огурцы Саюри подорожали до 400 рублей. Начнем с того, что в это время обычно дорожают, да, завозные овощи, ну и, соответственно, дорожает в целом, да. И у нас на внутреннем рынке, ну, вот, видите, да, что происходит, и понятно, что у Саюри есть кредиты, которые он должен погасить, и здесь мы тоже будем рассматривать и предлагать Минвостокразвития перенести сроки оплаты по тем инвестиционным кредитам, которые были привлечены в свое время с ВПРФ. Да. Это для Саюри. Это тоже, наверное, позволит как-то повлиять на ценовую политику предприятия. А вот остальные наши предприятия, которые в Торкангаласы, стройматериалы и так далее, у них сейчас наоборот окно возможностей открывается? У них окно возможностей, соответственно, да. Потому что... это же импортозамещение? Это импортозамещение, да. Мы недавно тоже общались с резидентами ТОР, пока больших проблем не видим. И, конечно, ну, кредитная ставка, она всех волнует. Они тоже будут отдельные решения. Сейчас в сети огромное количество информации, в оставшихся соцсетях люди готовы комментировать все, начиная от геополитики, заканчивая экономикой, предсказаниями будущего. Вот чтобы получать проверенную информацию, где ее смотреть, в том числе об экономике? Ну, кроме Инстаграм Министерства экономики и телеграм-канала Министерства экономики и Министерства предпринимательства, да, правительства Республики Саха-Якутия. Есть портал, да, созданный правительством Российской Федерации, он называется объясняем.рф, на котором можно найти ответы на разные вопросы совершенно, начиная с роста цен, завершая там политика Банка России, и действительно, да, простым языком объясняются те действия правительства Российской Федерации, которые сейчас предпринимаются. Еще один вопрос от зрителя. Может ли снизиться цена на топливо внутри страны? А вот вопрос, он такой правильный, да, потому что сейчас некоторые потоки, скажем, экспортных реализации нефти уменьшаются, сужаются, да, для наших экспортеров российских, и, соответственно, этот поток вышел во внутренний рынок, переориентировался на внутренний рынок, и мы уже наблюдаем допустим, с января месяца снижение цен на бензин, на дистопливо на петербургской бирже. По-моему, там на бензин на уровне 17% идет снижение, дистопливо там даже 20% снижение наблюдается. Да? Оно наблюдалось и ранее, допустим, тоже было сезонное, но сейчас оно вот более такое глубокое снижение, и мы хотим тоже этим воспользоваться. Что для этого делается? Бюджетный кредит, который предполагался к выдаче Саханефтегазбыту в апреле месяце, да, там, мы планируем перенести, уже сейчас начали, на март месяц, чтобы у предприятия были средства расплатиться и завести более дешевое, скажем, топливо. Да. Еще плюс вот то решение, если включат станции Лена и Лена-Восточная, вот железнодорожные станции в субсидируемые грузовые перевозки, да, на Дальнем Востоке, то это тоже очень положительно скажется на сдерживании цен на топливо. Но мы-то его ощутим, якутяне, вот обычные? Не можете сказать? Нет, не то, что вы не могу сказать. Вот правительство со своей стороны будет делать все, чтобы не было взрывного роста
цен на нефтепродукты, да, не было вот такого галопирующего роста, да. Тут сложно предсказать, что будет. Я боюсь просто сказать, что вот оно снизится. Нет, это просто, ну, нет у меня такого морального права, Да, да. конечно. А мы можем сказать, что мы будем сдерживать этот рост. То есть правительство примет все усилия, Да, чтобы... да, будут приняты меры, чтобы сдерживать рост на нефтепродукты. Ну и не могу не спросить про отчет правительства, который завершился в начале этого месяца. Вот. Да. Давайте чуть-чуть настроение поднимем и про итоги 2021 года. На самом деле это очень поговорим. правильно, потому что итоги года социально-экономического развития были такие достаточно позитивные, они были очень уверенные, экономика восстановилась, это правильно, были рекордные объемы достигнуты в промышленности, это позволило увеличить прибыль рентабельных предприятий, да, до 320 миллиардов рублей, увеличились доходы государственного бюджета, и это создало резерв, подушку определенную, да, для того, чтобы увеличить плановые расходы на, допустим, ту же программу агропромышленного комплекса. Да, и это дает возможности резерва. Да, ну вот то же самое пополнение сейчас вот этого фонда поддержки предпринимательства, да, оно же тоже за счет доходов бюджета, да, получается? Да, за счет наших резервов это будет происходить. И вот сегодня тоже было интересно увидеть себя в сравнении с другими субъектами Дальнего Востока. Самые огромные резервы это у Республики Саха-Якутия. Дальше идет Сахалинская область, но ее резервы практически, скажем так, в 10 раз меньше, чем наши. То есть по Дальнему Востоку мы на первом месте? Да, безусловно, первое место. Ну, вообще, вот после разговора создается ощущение, что, в принципе, мы двигались в правильном направлении, да, потому что в условиях вот этого кризиса пандемийного искали выходы из сложившегося положения, да, и, в общем-то, то, что вы сейчас сказали, это вот как бы продолжение движения, уже усиленное в тех же направлениях, каких, в принципе, да, будет ускорение, да? ускорение по тем окнам возможностей, которые сейчас открываются, но при этом мы понимаем, что будет и внутренняя перестройка в экономике. Ну что ж, спасибо вам, Мария Андреевна, большое, что пришли, ответили на наши вопросы. Желаю успехов в вашей сложной ответственной миссии. Уверена, что все обязательно получится. Вам спасибо, что пригласили. На этом выпуск программы «Якутия Лайф» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия. Джинса с нами теплее.